Основные ответчики есть какие-то ходатайства? Не имеется по иску? Так, представитель листа из поддерживаете? Да, Представитель ответчика Долбай из признаете? Не понял. Не согласны. Не понял. Возможность окончания дела или путем имеется? в связи с тем, что до, как говорится, до вступления экскурсии, предложения вступал, Да. мы сейчас откажемся. Хорошо. Ну, согласно иска, сущность местной общественной дней Жарья заявил избирательный участок номер 169. Это на производительство судебного заседания было изложено, что 20 ноября 2022 года Жарья получил итоговый протокол избирательного участка 169, в котором при изучении было выявлено грубо нарушение выборных законодательств, а именно в части того, что по данному участку число голосующих указано в протоколе 2972, однако в бюллетене было получено более 1%, то есть что на 27 бюллетеней больше, что является, как указано в иске, грубым нарушением. Также при подсчете голосов количество выдачи бюллетеней в итоговом протоколе имеется разница в цифрах. Именно есть элемент вброса бюллетеней, что влечет нарушение выборного законодательства. Просит признать протокол избирательной комиссии номер 169 от 20 ноября 2022 года отменить, то есть его. Пожалуйста, представьте вам слово. Может, это Так, уважаемый председатель, уважаемый прокурор, участник процесса. Так, уважаемый председатель, мы подали исковое заявление и его полностью поддерживаем. Вчера на заседании мы высказались по ИК номер 169 и на избирательном участке. Изучив итоговый протокол, выявили грубое нарушение выборного законодательства, статьи 37, 2, 3, где на избирательном участке общее количество избирателей должно составлять 2972. Соответственно, в ходе наших разбирательств, значит, нарушена статья 37, избирательный бюллетень. Избирательный бюллетень включает традиционное государство русского языка. Избирательный бюллетень изготавливается в количестве равном количеству избирателей по округу, снизирован 1% от общего числа избирателей в избирательном округе. Количество выданных 1% бюллетеней должен составлять 29. Соответственно, в итоговом протоколе оказалось на 27 бюллетеней. И, соответственно, у них цифра стоит 30,028. И оказалось выше на 27 бюллетеней, составило 3028. Вот это и есть нарушение. Дело в том, что в ходе того, когда мы выслушали своих ответчиков, выяснилось, что да, 37-я статья нарушена, они его признают в том плане, что действительно нарушение есть. И это отражено даже в самом итоговом протоколе. В части 37 при подсчете голосов у них было право, согласно закону о выборах, уничтожить и подпункт, соответственно, 9 внести и уничтожить 1% бюллетеней, но не, соответственно, не те бюллетени, которые не предназначались по закону. Если по закону статьи 37 предназначается каждому избирательному участку 1%, то, соответственно, вписывая в 9 подпункт 1837, они внесли сюда. Соответственно, протокол юридически по праву не относящийся даже к этому избирательному участку. В своем отзыве председатель Кучковой избирательной комиссии говорит о том, что мы не стали возвращать. Соответственно, они должны были его возвратить или составить соответствующий акт о том, что действительно в ходе получения по акту бюллетеней у них вышло лишних бюллетеней столько-то. Соответствующий акт надо было сделать и эти бюллетени отложить. А остальные, все те, которые по закону
приняты 1% и полностью, они могли его уничтожить. Они писали под пункт 9, это было бы правильно, но им никто правильно не давал. Согласно закону о выборах нет такого, чтобы дополнительные бюллетени, которые не актировали, и, соответственно, вписать их, соответственно, такое, как будто по закону оно предназначалось им. Это уже выше той статьи, 37%, если указывается у нас, согласно 37 статье, 1%, то они, соответственно, выше этих процентов, которые попали к ним на избирательный участок, они отправляют его в пункт 9, и это уже нарушение. Соответственно, акты не сделаны, соответствующая территориальная городская избирательная комиссия не предупреждена, соответствующие выводы из этого не сделаны. Вот ошибка главная по 37 части, 2 и 3. Оно подтверждено, они не отрицают то, что это было, и нарушение закона налицо. Порядок выдачи бюллетеней, полагая, здесь такое ощущение было, такое ощущение, что прямой высыл у них с целью сброса, для чего они столько бюллетеней получили, тем не менее, получив, если видите, что это бюллетени абсолютно нарушают закон, не зафиксировали, вот это нас настораживает. Кроме того, само по сути, после того, что они шел избирательный процесс, они нарушают статью 43. Подсчет голосов на избирательном участке в голосования. Перед скрытием он на использованный бюллетень подсчитывается и погашается соответствующей избирательной комиссией. Избирательная комиссия по спискам устанавливает число бюллетеней, полученных число избирательной комиссии. Вот, статья 43.4 обратно нарушена. Ведь они же, те непогашенные бюллетени у нас уходят, как будто они участвуют непосредственно в избирательном процессе. В итоге в протоколе получена есть разница цифра, прошу суд проанализировать, подсчет цифр в итоге протоколе сделать по заключению, вы проанализировали, что действительно оно идет как бы заведомо неправильный подсчет голосов, заведомо неправильно устанавливается на основании тех показателей, которые у вас есть. Потому что у них ошибка, вот, кроме 37 части 2 и 3, произошла после этого неправильность заполнения протокола в цифровом значении. И здесь ошибки есть. То есть в данном случае ошибка, да? Да. Ошибка в цифровом значении при подсчете именно самого протокола, минуя то, что у них лишний по 37 легалу. Кроме этого, они нормально не почитали сам итоговый протокол и сделали ошибку. Соответственно, после непосредственно в ходе нашего судебного заседания и предварительно они говорили о том, что была комиссия, городская избирательная комиссия дала им замечание, потому что исправили в основном законном сроке, и они исправили. Но тем не менее, при том, что они исправили, итоговый протокол, они обратно, то, что по 37-й нарушили, не те бюллетени, которые последовательно им не принадлежат, они умудрились при, соответственно, городская комиссия, при том, что они делают, что у вас есть ошибки, вносят предложение, исправьте, они вновь не бюллетени, которые не предназначались им, загнали под пункт 9. Я не говорю о том, что у меня 1%, который лишний был. Лишний, который 1%, 27 было, они все сделали правильно. Но лишний они неправильно сделали. Одним словом, они вновь, как бы, протокол, который существенно не по адресу был, они его применили. И, соответственно, была вот эти две ошибки. То есть в этом протоколе не должны были лежать 27 бюллетеней, должны были отдельно зафиксированы и доведены до... Безусловно. Если на момент окончания у участковой избирательной комиссии завершила работу, отдельное заседание было комиссии участковой, которая рассмотрела вопрос о том, что было лишний бюллетень, они были зафиксированы, то вопроса в исковом заявлении не было. То, что касается других там небольших моментов, которые здесь были, мы бы не обратили, но первое, что мы обратили, что они нарушили 37 часть 2 и 3, потому что они переборщили то, что они по адресу взяли и засчитали. А это уже нарушение закона. Кроме этого, соответственно, смотрите, 43.7, они вновь нарушают 43.7.
При возникновении разногласий в отношении действительности бюллетеней вопрос разрешается избирательной комиссией путем голосования. При этом решение принимается чем более половины голосов от общего членов комиссии. 7. Соответственно, 37,2, 37,3, 43,7. Вот то, что вы сейчас сказали, они должны заактировать и положить отдельно. Если они положили в отдельно, вот эти бюллетени, которые здесь были выданы, далее они проверили все правильно, в целом протокол, что именно правильно форму. Но, к сожалению, этого не случилось. Как мы видим из отзывов, они пишут, что мы не стали возвращать, но это не освобождает от ответственности. А то, что комиссия там 21 ноября там в полном составе новый протокол, который был ночью вывешен в информационный центр по избирательному участку, что повешен протокола и так далее, тем не менее не снимает ответственности, потому что изначально они 37,2 нарушили и промолчали. Вот о чем идет речь. Вот у меня вопрос, да, вот, это ваше предположение, вы если указать порядок выдачи количества бюллетеней был прямой умысел? Здесь городской с целью просто или улучшение показателей? вы понимаете, учитывая прошлые года избирательной кампании, складывается впечатление, если, например, вы председатель комиссии, вам приходит лишний бюллетень, почему не активирует? И закон требует. 18 статья говорит о том, что полномочия членов комиссии, они же должны полномочия использовать. 18 статья говорит четко, организация голосования, подсчет голосов. С чего на них ответственность лежит? Все 10 по пункту. 9, кажется, да, 9. Только надо же использовать эти полномочия. Почему они полномочия используют? Ладно, я понимаю, что председатель комиссии на избирательном участке был один бы, или двое, или трое. Их, вон, чуть не целый взвод там сидит. Надо же принимать решение, и это не требует, 43.7 по пункту закона требует, что разногласия вот по отношению вывести, запротоколировать его. Они его и не протоколируют, и не доводят до территориальной избирательной комиссии. А то, что такая ситуация у нас есть. Значит, умысел в чем тогда? Зачем тогда надо было, если были бы протокола, действительно, да, действительно лишний бюллетень. Они вот 0,0 мы поставили территориальной избирательной комиссии, вот у нас WhatsApp мы поставили. Везде у нас на этом участке вышли лишние бюллетени. Здесь в чем тогда? Почему промолчали? Я имею в виду, как, вот, вроде такое ощущение, что какой-то умысел, прямого умысел для улучшения соответствующих не только явки, а в целом показателей. В данном случае вот, в ходе избирательного процесса со стороны вот, наблюдателя, жаль, я тоже участвовал, да, наблюдатель, имею в виду. В части того, что вот сам протокол, вы сами видели, изучили, данные излишние выданные бюллетени свыше 1%, которые закон предусматривает 37, да, действительно, они отражены в протоколе. Да, то, что вы говорите, что они должны были отдельно составлены, но сокрытия же не было фактически, то есть сам процесс, да, может, немного они неправильно сделали, акт должны были составить, должны были довести до сведения, что они действительно получили излишние бюллетени, но в протоколе все-таки они нашли место. То есть этот факт вы именно в части того, что они должны были в протоколе отражены, они должны были отдельным актом заактировать. Заактировать должны, вы правильно сказали, они должны были заактировать, и вопрос о нарушении статьи 37.2 и 3.20 сразу автоматически. Но они актируют его, они прям пишут, что в эти мы не стали возвращать. Ну, это чисто обывательские такие домашние дела, понимаешь, это не надо ставить где-то. Вот пишут, здесь бюллетень по 26 штук, мы не стали возвращать. Во-первых, я понимаю, если они первый год работают, но тем не менее, у нас процесс избирательной кампании идет 30 лет. Пора научиться уже. И дело в том, что мы разные избирательные кампании, разные избирательные процессы участников комиссии, по встречаниям, не только писать, они считать не могут. Мы же подаем в суды не от того, что 169 избирательный участок плохой. Мы хотим, чтобы таких моментов не было. Без этого мы никак страну не изменим. В конце концов, мы должны понимать, что это ответственный момент, это нельзя так поступать. По любым моментам мы должны двигаться согласно конституционному закону о непосредственно выборах Республики Казахстан. Тогда мы только доверим. По нашим анализам, по выбору города и так далее, по всему Казахстану 5 миллионов человек не участвуют в избирательной кампании. Это большой поток. Как мы можем тогда вызвать доверие у населения?
для реформы нужно, соответственно, высокие показатели, явки, не только явки и нарушение закона. Мы должны, соответственно, чтобы люди доверились нам. Все реформы, которые сейчас объявили, они просто с теми людьми, которые не пришли на избирательные участки. Это плохо. Это не говорю о тех, кто шел против дал. Но тем не менее, доверие, что население, избирательный стимул, нельзя нарушать закон. Даже при том, что у вас были личные бюллетени и сидеть молчать. Для того, чтобы, может, у каждого какие-то амбиции за какого-то кандидата, какой умысел. Возможно, мы же не знаем, но тем не менее, зачем промолчать, если у тебя есть личный бюллетень? Понятно. Что, вопрос имеется? Нет? Если нет, Один вопрос. Да. При открытии участка в самом начале ваш представитель, наблюдатор от вашей общественной организации был? Да, безусловно. У нас нет абсолютно в части открытия, организационной части вот этой нет у нас. У нас только процесс статей 37, 2, 3, 43, 4, 4, 44, 7, вот эти все, вот эти моменты, которые были нарушены. Вот мы считаем, в связи с этим прошу суд отменить протокол избирательной комиссии 169, в связи с тем, что несоответствующий с выборным законодательством было нарушено статьи 37 в части 2, 43, 4, 4, соответственно, уже если заведомо неправильный подсчет голосов произошел, заведомо неправильное установление результата выборов, то отсюда вытекает статья 50 выборного законодательства о уже 50-ю часть первой, наверное, видели, да? Выборное законодательство, соответственно. И это и есть неправильный подсчет установления результата выборов. Что? Вы смеетесь, садитесь. Пожалуйста, председатель Ильич. По данному иску хочу еще раз повторить, сказать, что да, ранее было получено во время акта передачи бюллетеней, там были выданы по акту 3002 штуки, но и по счете оказалось их больше. То, что не вернули вот эти лишние бюллетени, у нас мы это обсуждали с членами комиссии. Представитель лица говорит, что не запротоколировано. Да, это так случилось. Но у нас не было злого умысла, там говорить, что потасовки голосов нет. Их наблюдатель прямо с открытия участка и до получения протокола и он там присутствовал, не выходил, выходил там в туалет, наверное, еще куда-то. Он все видел, и потом в конце, после 8 часов, при подсчете голосов, мы каждый бюллетень объявляли и считали отдельно, показывая наблюдателям, в таком виде, чтобы они видели, за кого проголосовано. И за каждого кандидата сколько голосов было дано. Сперва мы начнем, например, один кандидат, хотел сказать, вот, ее бюллетени все выделили же, отделили, ее посчитали, объявили, вот, сколько человек за нее проголосовали. И так за каждого. И еще испорченные бюллетени объявили 39 штук. Также против всех, там 8 отдельных, на 8 надо было делить, 6 кандидатов, там против всех и испорченные бюллетени. Там они все фиксировали, то, что количество 1197 человек, которые бюллетени взяли, из них 1191 проголосовало, это все отражено. У нас вот ошибка 3028. Да, у нас были сомнения, не сомнения, как бы сказать. У нас на Чиганске в наш избирательный участок ходят частные сектора. Там много домов строится, новые прописанные могут быть, там, как подкрепительным, еще по каким-то разным причинам могут люди прийти. Поэтому, как бы решили это оставить. А злого умысла такого не было. Мы здесь все в протоколе указали, сколько уничтожено, сколько проголосовало, сколько за кого. Вот это хочу сказать. Злого умысла никакого не было. И вот здесь
Подтасовок не было. Кто за кого проголосовал, то и написали. Наблюдатель свидетель. То есть из подсчета всех бюллетеней, которые это А было потом все это показано наблюдателю. Да. Мы Присутствие всех наблюдателей было. каждый Но сейчас это об человек- этом не остается, здесь именно остается именно в части излишне полученных, то есть свыше 1% согласно 37 пункту 2.3. То есть, естественно, именно на это основание бьет. Да, То, что вы не заактировали, не известили территориальную комиссию именно. Поэтому вопрос есть, пожалуйста, представитель? Отвечай. Ну, вопрос тот же, я имею в виду, вы, как вы сказали, вы же не зафиксировали его, вы посчитали, вы говорили, вам пришло, вы акт не делали, правильно? Соответственно, акт не сделан, 37.2 уже нарушенным признают. Так, затем, кроме этого, вы заседание членов комиссии, акт тоже нет, да? Непризнание личных бюллетеней деген бар ма? Акт. Есть бюллетень о непризнании. Заседание членов комиссии посвящается вопрос 37.2 о том, чтобы, ну, вы бюллетени личные и так далее. Заседание есть, протокол есть? Если протокол опрос на списке пост. Все, протокол. Ну, это, хорошо. Списке, список, что вы? Не, Списке пост, да? список не знаю. Вот эти Протокол- протоколы қостыңыз ғой, общий список қосып ба? Я не протокол көрмедім. Хорошо. Неге сол протокол қосарда, вы же знаете, мынау личный бюллетень. Вот личный бюллетень. Об этом решение было принято комиссией. Давайте біздер осы қосайық или қоспайық дейін бар ма тағы? Еще раз повторяю. Ауызша болды. Ауызша болды. Ауызша болды. Ешкім тапсырмады. Ауызша қағаз емес қой. Вы знали? Нет, хорошо. Вы понимали о том, что вы нарушаете закон о выборах Республики Казахстан 37.2 пункт? Вы же осознаете, вы говорите, да, вы понимаете, еще раз повторю, эти бюллетени не адресованы вам, согласно закону. Вы поймите меня еще раз. Оно не адресованный бюллетень, вы его легитимизировали. 1%, если вы убрали бы, и это отдельно положили, вопрос снятый был. Вы понимаете? Неадресованные бюллетени вы сами самовольно решили, проигнорировав выборное законодательство именно статью 37.2. Вы не имели права включать и в итоге отражать даже в протоколе. Это грубейшее нарушение. Даже при том, что вы общее уничтожили,